Здравствуйте, это эстонский язык со Светланой Амбре. Tere, see on eesti keel Svetlana Ambrega. И сегодня тема нашего видео – это дни недели. Ja täna on meie видео teema nädalapäevad. Сегодня в видео вы узнаете, как по-эстонски будут дни недели. Мы научимся задавать вопрос, какой сегодня день недели. И также еще два вопроса, какой день недели был вчера и какой день недели будет завтра. Вы узнаете три слова еще вчера, сегодня и завтра. Потом я вам скажу, какое окончание нужно добавить к слову esmaspäev, понедельник, чтобы получить в эстонском языке слово в понедельник. И в конце видео вы узнаете, что обозначают эти три слова tööpäev, puhkepäev ja nädalavahetus. А теперь начинаем. Ja nüüd alustame. Начнем с темы. Тема дни недели. В эстонском языке это одно длинное слово, как вы уже заметили, которое состоит из двух слов. Это и слово неделя, nädal, и слово päev, день. Окончание «д» – это признак множественного числа в эстонском языке. И таким образом мы получили тему дни недели. Nädalapäevad. Слово nädal, неделя, здесь стоит во второй форме, поэтому гласная «а» здесь еще мы видим. Да? И слово päev также гласная «а». Это вторые формы слов nädal и päev. И теперь как будут дни недели у нас по-эстонски. Произносим. Esmaspäev – понедельник. Teisipäev – вторник. Kolmapäev – среда. Neljapäev – четверг. Reede – пятница. Laupäev – суббота. Pühapäev – воскресенье. Вы заметите, да, также присутствует в этих словах слово päev – день. И на что еще нужно обратить внимание? На ударение. Как мы произносим эти слова? Да? Во-первых, буковка «е» в эстонском языке она произносится не как «е», а как «э». И поэтому вы слышите esmaspäev, esmaspäev, как бы буковка «э», да? Не esmaspäev, и ударение ставим на первый слог, и потом еще на слово päev. Два раза ударение в этих словах. Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev. Nii, väga hea. Очень хорошо. А теперь, как мы зададим вопрос, какой сегодня день недели? По-эстонски это будет mis nädalapäev täna on? Mis nädalapäev täna on? Итак, сегодня это будет слово täna в эстонском языке. Mis nädalapäev täna on? И отвечаем. Täna on esmaspäev. Täna on esmaspäev. Täna on esmaspäev. Итак, а теперь спросим, какой день недели был вчера? Mis nädalapäev oli eile? Mis nädalapäev oli eile? Eile – это вчера. Итак, и отвечаем. Вчера было воскресенье, так? Не, eile oli pühapäev. Eile oli pühapäev. Eile oli pühapäev. Вчера было воскресенье. А теперь завтра. Завтра в эстонском языке это будет homme. Две буковки М удваиваем, произносим homme. Homme. И спрашиваем теперь, задаем вопрос. Какой день недели будет завтра? Mis nädalapäev on homme? Mis nädalapäev on homme? Mis nädalapäev on homme? И теперь отвечаем. Ja nüüd vastame. И теперь отвечаем. Homme on teisipäev. Homme on teisipäev. Homme on teisipäev. Homme on teisipäev. Да, вы, наверное, тоже заметили, что эстонцы очень быстро отвечают, да, очень быстро говорят. И поэтому мы думаем, что это одно слово, а на самом деле там два слова, да, например, homme on teisipäev, homme on teisipäev. Homme и on соединяется, да, как бы, когда произносим homme on teisipäev. Väga hea. Очень хорошо. А теперь, как мы скажем в понедельник? В русском языке это предлог в эстонском языке это окончание «л». Также и в вопросе «millal», когда мы слышим на конце буковка «л». И в ответе тоже будет буковка «л». В понедельник будет esmaspäeval. Но недостаточно сразу прибавить окончание «л» к согласной «в». Да? Мы уже знаем, что нужно взять вторую форму слова. Это падеж омастов. И это будет у нас гласная «а».
päeva и добавляем потом окончание «л». А теперь я произнесу все слова с окончанием «л». Таким образом, это будет означать «когда». В понедельник, во вторник, в среду и так далее. Но не. Итак, esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel, laupäeval, pühapäeval. Väga hea, очень хорошо. Итак, а теперь мы посмотрим на эти три слова. Что они обозначают? Опять вы увидели, да, здесь слово есть päev в конце. Значит, эти слова состоят из двух слов. Töö – это в эстонском языке работа, день, päev, да, tööpäev – рабочий день. И слово puhkepäev. Puhkama – это отдыхать. Puhkepäev – выходной день. Puhkepäev. Нет, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede on tööpäev. Да? Если мы хотим сказать, что когда все эти дни, тогда рабочие дни тоже по основному множественном числе, да, добавим окончание «д», ну и плюс вторая форма, да. Он tööpäevad, рабочие дни, да. Если только один день возьмем, esmaspäev, тогда просто скажем esmaspäev on tööpäev. Понедельник, рабочий день. А теперь, если нам надо сказать суббота, выходной день у меня, то мы скажем laupäev on puhkepäev. Laupäev on puhkepäev. Это именно выходной день, да, не путайте со словом выходные. Выходные в эстонском языке это будет nädalavahetus. И слово nädalavahetus в единственном числе. В русском, да, языке это будет выходные с окончанием множественного числа. В эстонском языке это в единственном числе. Один, да, выходной, вот имеется в виду, что суббота, воскресенье вместе, да, nädalavahetus. Praegu on nädalavahetus. Сейчас выходные, например, да. Praegu on nädalavahetus. Так, и еще раз, да, скажем, что суббота выходной день, воскресенье выходной день. Laupäev on puhkepäev, pühapäev on puhkepäev. Väga hea. Очень хорошо. Итак, теперь вы знаете, как по-эстонски будние недели, как мы скажем в понедельник, во вторник, в среду и так далее, как мы зададим вопрос, какой день недели сегодня, был вчера и завтра. Вы выучили три слова. Вчера, сегодня, завтра. И теперь вы можете сказать, какой же сегодня день недели. Väga hea, очень хорошо. И теперь увидимся в следующем видео. Ja nüüd näeme järgmises videos. Head aega. До свидания.